В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. В Сундарском районе ликвидируют 5 лесных возгораний. Наш телеканал получил кадры работы огнеборцев с места событий. Часть районных рейсов в регионе задержаны либо вовсе отменены из-за низкой облачности и дыма с горящих лесов. А в Нюрбе, Якутске и Мирном откроют центры цифрового образования для одаренных детей. Глава Якутии ввел режим ЧС в лесах регионального характера. Указ принят в связи с 4-м классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами. Несмотря на то, что за последние сутки в Верхоянском и Ленском районах ситуация стабилизировалась, по сообщению синоптиков, в начале августа ожидается вторая волна потепления и отсутствие осадков. Айсан Николаев поручил правительству Якутии принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам же муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС на своих территориях. Лесные пожары в Якутии тушат 24 часа в сутки. Мы получили кадры процесса тушения возгорания в 19 километрах от села Кембендяй Сунтарского района. В эти дни на тушении данного пожара работают 47 человек, вездеход и тягач. Всего в Сунтарском районе ведут работы по ликвидации 5 лесных возгораний. Планируют задействовать десантную группу авиалесоохраны на противостояние пожару в 20 километрах от села Харон. Предстоит работать в сложных условиях болотистой местности. К борьбе с лесными пожарами активно подключаются сами жители. Например, на территории Синского наслега самоотверженно работал 31 житель. Поджар успешно локализован. Как правило, лесные пожары возникают в труднодоступных местах. Огнеборцам приходится вручную локализовывать огонь по кромке. Ранцевые огнетушители, лопаты, засыпка грунтом. Большая удача, если появляется возможность пробиться на место пожара на болотном бульдозере. Затем уже начинается работа по прокладке заградительных полос. Муниципальный район обеспечивает мобилизованное население продуктами питания, необходимым инвентарем для тушения. Также одна из самых сложных ситуаций в Нюрбинском районе. В эти дни огонь приблизился к селу Чукар на расстоянии 5 километров. Общая площадь 60 гектаров. На месте работают 65 пожарных и 5 единиц техники. Локализацию ведут в 2 этапа. Сначала ограничение площади по кромке огня, ранцевые огнетушители, лопаты и засыпка грунтом. На втором этапе прокладка минеральной полосы и канав. Отряды работают в несколько смен. В тушении помимо сотрудников лесных служб и спасателей задействованы бойцы-добровольцы. Не успели потушить огонь, он очень быстро распространяется по верхушкам деревьев. Здесь вчера на самом деле ничего не горело. Огонь тушим с помощью помпы. Сюда автомобили не доезжают, воды нет. Поэтому вырыли яму и оттуда набираем. Правда, здесь как болото, помпа постоянно засоряется. Между тем, рейс Якутск-Нюрба, который был отменен сегодня, точнее накануне из-за погодных условий в аэропорту прибытия, по предварительной информации должен был вылететь сегодня, 2 августа, до полудня по якутскому времени. На рейс полярных авиалиний зарегистрировано 11 пассажиров. По обратному маршруту вылета в аэропорту Нюрбы ожидают 25 человек. Рейс Якутск-Батагай задержан по причине низкой относительно взлетно-посадочной полосы облачности в районе аэропорта прибытия и сильного задымления от лесных пожаров. Вылета ожидает 29 пассажиров. На обратный рейс зарегистрировано 36 человек. По информации аэропорта Якутск, также задержаны рейсы в Батагай авиакомпании «Якутия». Рейсы же в село Соскылах авиакомпании «Алроса» и поселок Усть-Мая компании «Ир-Аэро» отменены вовсе. Рейс 213 по маршруту Якутск-Батагай задержан по причине низкой облачности в аэропорту прибытия плюс задымление из-за пожаров. Количество пассажиров по направлению Якутск-Батагай 29, в обратном 36. К другим темам. По результатам лабораторных исследований в продукции Нерюнгринской птицефабрики выявлена сальмонелла. Об этом нашему телеканалу сообщили в районном управлении Роспотребнадзора.
Цитата. «На исследования были взяты образцы продукции, а именно яйцо, тушки, бедра, крылья и так далее. На данный момент исследования показали наличие бактерий в бедре курином, крыльях и тушках. Результаты исследования по яйцу будут в ближайшее время», сообщили в ведомстве. Граждане, которые взвалили на себя жилищно-кредитное бремя, но впоследствии потеряли возможность зарабатывать на прежнем уровне, смогут получить отсрочку по выплатам, так называемые кредитные или ипотечные каникулы. При этом приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Взять каникулы возможно максимум на 6 месяцев. При этом срок кредита продлевается на срок действия льготного периода. Переплата по ипотечному кредиту не увеличивается. Паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами первой или второй группы или временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Закон касается и тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев. Банки, которые раньше реструктуризировали ипотечные кредиты аналогичным образом, уже учитывают эффекты каникул в своих ставках. По замыслу все негативные для банка эффекты от ипотечных каникул должны быть компенсированы тем, что значимая доля заемщиков сможет за время предоставления каникул решить свои финансовые проблемы и вернуться к нормальной платежной дисциплине. Это должно снизить уровень дефолтности. Главная выставка страны ВДНХ отмечает свой юбилей. Уникальному комплексу 80 лет. До конца недели в различных павильонах и на открытых площадках парка пройдут праздничные мероприятия. Что именно приготовили для гостей и жителей столицы организаторы и не помешала ли дождливая погода, узнаем у нашего спецкорреспондента Максима Кардозу. Серое небо и угрозы синоптиков не помешали москвичам прийти на юбилей любимого парка ВДНХ. Настроение праздничное, впечатление хорошее, погода сегодня, дождик, слава богу, не идет. Я просто ВДНХ люблю, я же говорю, что это мое детство здесь прошло. Здесь я бываю часто. Так что с праздником! Мы сюда приходим с детьми. Мы были детьми, мы тоже отдыхали. Для нас это наша история, наша любовь, наша Москва. И неудивительно, это место для многих является настоящей точкой притяжения. Каждый год, несмотря на погоду, парк посещает около 30 миллионов человек. Причем здесь привыкли отдыхать не только москвичи. Сюда приезжают и гости столицы. Среди них много и якутян. Я приехала поступать в Москву и решила, что грех не сходить в столь грандиозное событие. Очень тут все красиво, большая территория. Очень красивые музеи, выставки. Вечером схожу на концерт и еще хочу посмотреть на фонтаны светящиеся. Первый раз я была здесь в годы студенчества, это 70-е годы. Вообще было здорово, такой большой фонтан. Потом была я здесь в годы разрухи, 90-е годы. Но тут было совсем другой вид, был рынок, бардак. А теперь вот видите, как красиво стало. Каждый раз я сюда стараюсь приходить, встречаюсь здесь с друзьями, земляками. К 80-летнему юбилею организаторы приготовили такую обширную программу, что она еле уместилась в 4 дня. Концерты, мастер-классы, флешмобы, театральные постановки, экскурсии. Причем гостям парка, чтобы интересно провести время, даже и развлечения не нужны. Ведь ВДНХ – это музей под открытым небом. Его павильоны и фонтаны – настоящее культурное наследие. Это один из главных символов ВДНХ – фонтан Дружбы народов. Один из самых красивых фонтанов в Москве. Но он поражает не только своим великолепием. У него есть еще и секрет. Посмотрите, его украшают 16 женских фигур. Они символизируют республики Советского Союза. Но ведь всем известно, что республик в СССР было 15 сестер. Дело в том, что до середины 50-х годов выделялась и Карело-Финская республика. Позже она вошла в состав РСФСР. Этот исторический факт давно никто не помнит, но зато он навсегда сохранен здесь, в сердце ВДНХ. Сегодня парк ВДНХ переживает масштабную реконструкцию. Впервые за многие десятилетия его павильоны приобрели новый лоск. Но реставрацией дело не заканчивается. 9-й десяток, главная выставка страны, встречает и современными проектами. В скором времени здесь должен появиться целый кластер с аттракционами, который назовут парком будущего. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва.
В Нюрбе, а также городах Якутске и Мирном откроют центры цифрового образования для одаренных детей под названием IT-клуб. В образовательных центрах школьники освоят технологию виртуальной и дополненной реальности, изучат программирование, системное администрирование, интернет-технологии, разработку мобильных приложений и робототехнику. Открытие центров запланировано с 2020 по 2022 годы. Финансирование в размере свыше 43 миллионов рублей поступит из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Находки останков древних животных показали дети. Раскопки велись в Сунтарском районе, и на днях все, что удалось найти, презентовали в Якутске. Моя коллега Юлия Великодная готова рассказать, какой именно вид рептилий существовал на землях нашего региона в древности. Когда вырасту, стану палеонтологом. Без запинки профессию мечты выговаривает 8-летний Данил Егоров. Он позвал маму на презентацию и, как всегда, взял с собой любимую книгу о динозаврах. Я читаю книги про динозавров очень-очень быстро. До того, как я прочитал книгу, я еще не знал, но потом прочитал и узнал, что динозавры водятся в Якутии. Привлекло детей то, что участие в раскопках принимали ребята их возраста. Многие зрители, как и Данил Егоров, ждут, когда смогут поддержать в руке останки знакомых пока только по картинкам динозавров. Мне нравится динозавр Рекс, потому что он очень большой и опасный, но его маленькие лапки очень маленькие. Это птеродактиль, летающая ящерица. Но в Сунтарском районе Якутии были найдены не эти рептилии. Обнаружены останки стегозавров, больших четвероногих динозавров с шипами на хвосте и гребнями на спине. Гигантские динозавры-завроподы, размер которых достигал 10-12 метров, ну и хищные динозавры. Но новые виды, новые роды пока не открыты. То есть по зубам и по отдельным костям можно только определить до группы. Я думаю, что это дело будущего. Нахождение динозавров, Сунтарский район, местность Тетте, близка к полярному кругу. И тогда, примерно 130 миллионов лет назад, была в приполярных территориях. Какой тогда была температура в полярные дни и ночи, удалось выяснить участникам экспедиции. А климат был теплый. Умеренный, либо даже субтропический. Почему мы так уверенно об этом говорим? Потому что кроме динозавров были найдены, например, черепахи. Вот черепахи не живут сейчас на территории Якутии, им слишком холодно. Археологи признаются, самой большой трудностью раскопок стала отдаленность. Тетте находится в 100 километрах от населенного пункта. Добраться можно только на вездеходе, но несмотря на это, ученые собираются вернуться в республику уже в следующем году. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск. На этом мы завершим новостной выпуск, но оставайтесь с нами, не переключайтесь. Впереди вас ждет еще много актуальной информации.